Здравствуйте! Смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел очередное заседание Кабинета министров. В МИД Туркменистана представили программу мероприятий к 300-летию Махтумкули. В Туркменистане создали комиссию по организованному проведению жатвы зерновых и другие новости. Президент Туркменистана провел очередное заседание Кабинета министров, на котором обсудили вопросы подготовки к международным мероприятиям. В ходе заседания также были рассмотрены вопросы развития транспортной сферы, сотрудничества с международными организациями и завершения строительства культурного объекта в Ашхабаде. Постановлением президента Туркменистана утвержден состав Государственной комиссии по организованному проведению в 2024 году жатвы зерновых. В Туркменистане ведется работа над подготовкой проектов новой редакции Гражданского кодекса, закона о литературном наследии Махтумкули, а также изменений в законах о физической культуре, научно-технической политике и семеноводстве. 17 мая, в день открытия культурно-паркового комплекса Махтумкули-Фраги и монумента великому туркменскому поэту, ашхабадцы и гости столицы увидят грандиозное световое шоу дронов и праздничный фейерверк. В рамках мероприятия намечены показы литературно-художественных композиций, выступления артистов театров, деятелей культуры и мастеров искусств страны, а также возложение цветов к памятнику. 15 мая в Ашхабаде стартует международная выставка современных технологий пищевого производства, на котором будут представлены технологическое оборудование, упаковочные средства и производственные ресурсы. Работа выставки продлится до 17 мая. В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся пресс-брифинг, посвященный предстоящим масштабным торжествам по случаю 300-летия со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули-Фраги. Президент Сердар Бердымухамедов утвердил государственную программу комплексного развития биотехнологий на 2024-2028 годы, целью которой является реализация программы различными министерствами и ведомствами. Образовательный центр Ашхабадской фондовой биржи начинает набор слушателей на новый учебный курс «Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг». Данная программа направлена на подготовку квалификационных специалистов для работы в сфере фондового рынка. Краткосрочный курс продлится 1 месяц и стартует 25 июня. Парк «Мир сказок Туркменбаши» в Ашхабаде проведет спортивное мероприятие с мастер-классом и показательными выступлениями по фигурному катанию, которое состоится 12 мая с 9 до 10 утра. Исследование ученых из Калифорнийского университета и колледжа Хоп выяснило, что различия во вкусах мужчин в отношении привлекательности женщин могут влиять на их дружбу. Чем больше различаются вкусы мужчин, тем выше вероятность крепкой дружбы. Участники исследования оценивали привлекательность фотографий противоположного пола и участвовали в сессиях экспресс-знакомств. Результаты показали, что мужчины чаще выбирают в друзья тех, чьи предпочтения в отношении женской красоты отличаются от их собственных. Ученые разработали антенну 6G, которая обеспечивает высокую скорость и передачу данных, превышающую возможности 5G в несколько тысяч раз. Одним из потенциальных применений 6G будут создание реалистичных голограмм для общения. Ожидается, что спецификация 6G будет утверждена в 2028 году, а коммерческое внедрение технологии станет возможной после 2030 года. Туркменские каратисты завоевали 33 медали на 9-м чемпионате Центральной Азии по карате WKF в Самарканде. Сборная Туркменистана из 74 спортсменов под руководством тренеров Айдына Чарыева и Игоря Рахимова заняли почетное 3-е место в общекомандном зачете. 14-й тур высшей лиги Туркменистана по футболу стартует 11 мая. В этот день состоятся игры Алтынасыр-Ахал, Шагадам-Капедак, Мерф-Энергетик и Аркадак-Ашхабад. Матчем тура любителей футбола обозначили игры между Алтынасыром и Ахалом, который пройдет на стадионе спорта Плумы в Бюзминском этапе и начнется в 17:00. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.